شام بخیر دوستان ارجمند مخلصان فوتبال با غالبیت بر منتخب افغانستان در یک بازی دوستانه منتخب تاجیکستان برای امسال برآمد خود را انجام کرد و این شام ما یک صحبت داریم با سرمربی منتخب Таджикистан оид ба футбол Гела Шекеладзе. Во-первых, спасибо, что выделили нам время для беседы. Давайте сначала об этих играх. Вот эти две игры, две победы были для нас очень важны в психологическом плане для сборной. Или просто вы хотели как-то в конце года посмотреть на состояние игроков? Ну, это, так сказать, вместе работаешь все. Потому что начали хорошо, как мы знаем, этот год. И хотелось, чтобы окончание сезона, последние две игры, товарищеские игры, чтобы на хорошей ноте закончили. И порадовать болельщиков, потому что что-то промежуток, как мы знаем, не так уж хорошо получилось. Но главное, цель этих игр – посмотреть футболистов, дать им шанс. В последней игре мы вызвали тех футболистов, которые давно уже не играли в сборной, потому что они выступали в Лиге чемпионов, в Пуляб и Истеклол. И это с одной рукой помогли клубам, а с второй рукой мы дали шанс молодежь, молодых футболистов. И я хочу сказать, что 11 новых футболистов мы попробовали на эти все игры. Это в этих кубках, которые вы сыграли, да? Вот Да. В Мердеке сыграли. Мердека и Кингс Кап. Да, Кингс Кап. Там много новых футболистов было. И они неплохо появили в себя. Я доволен. Мы могли бы на результат тоже сыграть, вызвать основной состав, но как мы договаривались, чтобы лучше сейчас U23 футболистам дать шанс, потому что они долго уже не играли. И, как вы знаете, я должен тоже руководить этой командой. И был хороший шанс дать на этом международном уровне, как они выглядят на таком уровне. Вот в последнем матче что случилось с Рустамом Ятимовым? Честно говоря, он такое сделал, что многие удивились. Да, это не тот, так сказать, момент, который Рустам, это не он всегда спокойный. Да, в психологическом плане он такой парень. Рустам вратарь, и он должен передавать всем свой этот, как его... Толерантный он такой, честно говоря. И этот момент напряжение было большое, потому что у нас как-то с Афганистаном свой как-то дерби получается. И они тоже так провоцировали, тоже было моменты, и мы перестарались, наверное. И Рустам почувствовал, что не так уж столкновения там большое не было. Но не было совсем. Там, потому что вратарь выходит, там нельзя так играть противнику, потому что этот последний может получить травму. И, по-моему, это была спичка момент. Это случилось после гола, который афганцы забили. Да? Вот можно сказать, что вот у Рустама сейчас на данный момент вот некий вот психологический неустойчивость. Дело в том, что он как раз в России играет в двух последних матчах. Он вообще был лучшим игроком матча. А тут такое случается, вообще непонятно. Да, ну это случается. Или в футболе бывает, да? Да, и вратарь, когда гол пропускает, это большое давление на него. И если вы же хорошо помним этот момент, мы должны быть забивать, 3-0 должно быть, и получаем гол. И каждый пропущенный гол для команды, и особенно для вратаря, это, так сказать, катастрофа. Вратарь чувствует себя, когда на ноль играет. И самозащита, потом идет сама команда. Наверное, это тоже повело, ни за что так-то получили гол. Там, не хочу сейчас называть фамилии, но один проспал, и
получили ни за что. И после этого сразу случилось. Но то, что касается, как он выступает в своем клубе, это большой клуб. Да, да, Это да. большой чемпионат, хороший чемпионат выступает. И когда тебя называют лучшим игроком два раза, в последние 3 тура особенно хорошо сыграл, по-моему, он самоуверенность у него есть. Просто он перед своим болельщиком не играл долго. Он последнюю игру играл в июне. И хотел, ну, получилось то, что получилось. Да, но не будем в конце сезона об этом долго упрямиться. Давайте вернемся все-таки в отборочном цикле. Вот где мы провалились? То, что касается проблемы, я хочу сказать, что каждый сборный, даже лучше, чем наши сборные, у всех проблемы. Да, да, да. Ну, Если бывает. смотреть, да, это футбольная жизнь, наша жизнь, но надо трудиться и трудиться, потому что футбол у нас, не у нас, а везде, ты каждый день на тренировке должен доказать, на каждую игру, на каждый подход к делу доказываешь, а иногда не получается, иногда получается. И то, что мы сыграли, это турниры Мердака Кап и Кингс Кап, там не получалось, так сказать. Но было, так сказать, позитивные моменты, что молодые, которые из них я уже рассчитываю на первую сборную. 3-4 человека такие, что они большую конкуренцию создадут основных игроков первой сборной. Это цель у нас, федерации, потому мы едем на такой расходе идем. Это стоит все, извиняюсь, финансы. Да. Коль уж мы поднимали вот вопрос вызова многих игроков в сборные, вот некоторые специалисты, вообще некоторые болельщики считают, что некоторые достойные игроки в разных наших клубах не вызываются в сборные. Например, там тут Шеридин Бубоев, Мухаммаджон Рахимов Шеридин из Хусилота, Мухаммаджон Рахимов из Равшана. Вот по их мнению, вот они должны вообще выступать в сборной. А наоборот, есть некоторые игроки, которые у себя в клубах не так уж играют, наоборот, сидят в запасе, они вызываются в сбор. Насчет этих двух футболистов. Я не имею в виду, что именно конкретно. Конкретно не будем говорить о фамилиях, но есть футболисты, которые у них был шанс. Мы за сборную где-то 65 человеку дали шанс. Это немало. Да. Потому что мы играем немного игр на сезон, и дать всем невозможно. Но этих футболистов, у них был шанс. Они 2-3 раза, а Рахимов привязывался почти... Раньше да. Да. Но есть моменты, которые в футболе уже должен принимать тренер решающие решения. Я принимаю это решение. Для команды что лучше? Для команды я решил, что так лучше. Я не против никого. Но есть моменты, когда чуть-чуть надо взять паузу. И чтобы ему дать мотивацию, чтобы вернуться, и нашим футболистам, которые новым дать шанс, чтобы они тоже выступили. Насчет еще форварда, который Шеридина, вот скажем прямо, он тоже вызывался. У него тоже есть качество. Но после этих вызовов в прошлом году, в 22-23, он получил тяжелую травму, почти год не играл, потом за границей, да, ездил туда, нигде, так сказать... Не остановился долго. И в сборную я не могу вызвать 5-6 центральных форвардов, потому что это ограничение. Я не могу насчет полузащитника и насчет защитника нападающих вызывать. Потому что у нас есть там нападающие, которые, слава богу, сейчас забивают голы и сила команды. Как для меня, как тренера, это большой, так сказать, козырь, что у меня есть, который готов играть. И надо ждать. Футбол это не только, например, чтобы атаковать. Надо подождать и поймать момент, мгновение.
Я советую, что они продолжали так работать, и у них будет шанс. Вот, Гела, а какая у вас вообще коммуникация с такими футболистами? Например, Шеридин Бубоевым, Мухаммаджоном Раимовым? Вообще, я имею в виду, что вот они как-то получают от вас сигнал, что если вы будете улучшать свою игру, то вы будете, конечно, вызываться в сборную. Как это Да. налажена эта коммуникация вообще? Коммуникация – это когда они знают, что там сборный тренер смотрит их на поле, как они выступают. До поля, после поля, на поле. Они это знают, я прекрасно. Вы побываете в их матчах? Да, их матчах ходим, смотрим. Но я хочу сказать, что международный футбольный уровень – это другой, чем чемпионат. Да. Потому что футболисты, которые только думают в чемпионате атаковать, а футбол только не атака. Футбол – это защита, переход в атаку, а с атаки переходит в защиту. Эти компоненты не так уж, так сказать, удовлетворяют меня. Даже на чемпионате Таджикистана. А то, что вы сказали, что там есть футболисты, которые не играют в своих клубах. Но у них... Это не мое мнение, вообще да, я передаю. Да. Просто Да. это очень важный момент. Потому что я как сборный, тренер сборной Таджикистана, я не имею влияния или что-то, чтобы поменять в клубах. Для меня они хорошие, самые лучшие футболисты, но есть моменты, не дают их играть. Это клубы, потому что там много иностранцев, там свой этот кухня. Я же не могу это повлиять на это, да, конечно. это не моя работа. Но когда я знаю, что он в сборной помогает и хорошо выступает, хорошо влияет на команду, я не имею права не вызывать. Только это меня волнует. Потому что таланты, самые лучшие, должны играть в сборную. Для меня... Да. Я вас понял. Я вас понял. Вот цикл мы, который проводили, мы играли там с Пакистаном, с Иорданией и с саудитами играли. К сожалению, перед болельщиком у нас был хороший шанс выйти на следующий этап чемпионата мира. Но мы не смогли, потому что была... В чем причина провала? Иордания сейчас на хорошем уровне, Да. хорошем уровне играет. Он в финале играл Азии и достойно очень выступал. А мы знаем, Саудия это другой, так сказать, подход к футбольному миру. Они на все готовы, и в футбольной стороне, и влияние, это все есть. Только насчет результата, Пакистан, да? Немножко. Да, ну Пакистан тоже набирает сейчас там хороший тренер, давно я знаю. Не, они первый раз выступали вот, да, вообще. да. Вот, если так посчитать, у нас в группе Да, самое слабое звено был Пакистан. Пакистан, но их футболисты выступают в Европе, в европейских клубах. И я уверен, что через 2 года, 3 года у них будет гораздо хорошая команда, гораздо больше сильная команда. Если конкретно будем говорить об этих двух соперниках, Иордании и Сауди, мы, к сожалению, первую игру, которую дома сыграли 23 ноября и сыграли ничью, если мы эту игру выиграли бы и на последние минуты не пропустили, даже на последних секундах. Через 20 секунд закончилась Да, игра. закончится игра. Это было как-то ключевой момент для будущего. Они забили, судья свистнул. Да. Это влияет на группу, потому что в группе там 6 игр. Да. И тем более, когда в дома играют. Такие игры надо выживать, надо максимально. Ну, к сожалению, не получилось. Но то, что ребята сделали, это была их отдача и их заслуга, что у нас об этом сейчас мы говорим. Насчет Сауди потом, когда у нас саудиты тоже не так уж хорошо начали в группе, Да. и как-то на нас попали, и для них 3 очка было как этот воздух.
И 1-0 проиграли мы там. И неплохо сыграли. Неплохо играли, мы, как все болельщики, смотрели, и болельщики, наверное, получили удовольствие с этой игрой. Но результат главный. Потому что в сборной результат играет. А как сыграл, никто не помнит потом. Да. А вообще-то группа проходимая была, да, вот, по-вашему? Можно было проходить? Если будем сравнить с другими группами, там более проходимое было. Если мы, например, там 3-4 группы такие были, что можно было проходить с таким нашим перформанс, как это, то, что мы группа показывали. Но, к сожалению, наша игра не хватила против этих команд. И вот сейчас в Иордании очень хороший шанс, продолжают, и Сауди проиграла, но у них там очень близко идут, по 6 очков 4 команды. И, к сожалению, мы не в этом группе. Может, после Кубка Азии у нас была эйфория такая вот? Мы жили в этой эйфории, потом провалили все это. Да, это часть футбола, потому что после, так сказать, взлета есть падение, да. Но потому и мы тренера, что это должны контролировать и не дать такое событие, что произошло. Это плохо, то, что мы сейчас отсюда говорим, но это не так просто. Потому что у нас нету столько футболистов, чтобы обменяли. Это нету. Один Амирбек сломался, например, у нас пошли проблемы. У нас нету таких, так сказать, устойчивый состав у нас нету. У нас мы на каждую игру должны все 100% тот состав, который самый лучший, и должны быть еще больше, не 101% готовы. Психологически, технически, тактически. И это все влияет. Если что-то хромает, мы не та команда, чтобы за счет чего-то обыграть этих команд. Они большие команды. В Азии они хорошо выступают. На чемпионат мира поведут ноги. И Сауди обыграл Аргентину. В Мирдеке вы как раз брали с собой молодежь, обкатывали их, и сейчас вы удовлетворены, что они есть? Да, эти ребята таланты Таджикистана. Они должны уже в будущем выступать за сборную. Они самые лучшие на этот момент. И я очень надеюсь, что они будут продвигаться, прогрессировать. На кого можно вообще полагаться? Там, у меня вот список, но не хочу называть фамилии, потому что если кого-то не назову, здесь 14 футболистов. Но для сборной сейчас... Это уже больше состав, да? Да. Но я их рассчитываю на У-23, которые тоже будут выступать в сентябре в отборочной. Чтобы пройти с группой. И эти ребята должны показать себя в своих клубах. У них есть сейчас мотивация, что показать. Потому что когда первую сборную ты выступаешь, это другой уровень. Это другой уровень. И другая мотивация для них. И другая мотивация их конкурентов. Если Азизбек играет, почему я тоже могу сыграть. И это хорошая мотивация, потому что первая сборная есть, влияние есть на футболиста. И он на всю жизнь запомнит, на всю карьеру у него будет это, что он в сборной играл этот день, в этом году. А в Малайзии? Да, в Малайзии мы первую игру сыграли с Ливаном. С Ливаном, хочу сказать, что неплохо сыграли. Неплохо сыграли. Могли хорошие моменты, у Далера, Шарипова был хороший момент, пустые ворота, так сказать, промазал. Ну, это тоже первая игра была у него, и в следующий раз не промажет, так сказать. Да. И
вторую игру сыграли с Филиппинами и пенальти выиграли, хорошо сыграли. Да. С Ливаном тоже хорошо сыграли, я доволен на это, потому что их состав был, там, если у нас было где-то средняя 17, не 17, но 17-летних многих футболистов, а у них средний было где-то 28-29 лет. Это влияет на игру. Но наша цель это была. То, что выступали уже в Kings Cup против Сирии, неплохо сыграли, еще молодые были, новые футболисты дали шанс. И проиграли 1-0. Но второй тайм здорово сыграли, очень. На большом, это модерн футбол, так сказать, что прессинговали, атаковали и защищались хорошо. Второй тайм особенно. Это было показательный футбол современного футбола. К сожалению, на третьем месте опять с Филиппинами. Филиппины хорошая команда, в Европе многие играют, в Японии играют. Они, там тоже новый тренер был, и у него была тоже своя задача, чтобы выигрывать этот турнир. Но мы попались на плохую, так сказать, полосу, проиграли Сирии, и наши физические кондиции уже как-то уже исчерпаны, да. Потому что на этих турнирах у нас нет возможности, чтобы подготовить команду физически или тактически, то, что мы хотим. Мы только 2-3 тренировки провели до этих турниров. Это влияет. Потому я говорю, мы должны быть на все уровни, международные уровни хорошо подготовлены. Физически надо минимум 2 недели, чтобы тактически, так что мы хотим, как мы хотим играть. Мы стараемся, чтобы то, что наши болельщики требуют, так играть. Потому что мы не можем играть там, вратарь ударим туда и побежали все, или защитник туда. Мы должны создавать комбинационную игру, стараемся. Потому что это у нас есть, это мы можем играть. Это ваша философия? Это наша философия. Хорошо, вот если по пятибалльной шкале оценивать выступление сборной, какую оценку бы вы дали? Если конкретно возьмем 20-24 этот год, я имею в виду 20-24. 24 это минимум 4. Минимум 4 из 5 баллов. Мы исходим из выступления Катара в финальной части. Потом хорошие игры против Сауды и Иордании. И последние 2 игры. Это очень трудные игры были. Потому что эти турниры, которые мы не с Иорданией и с Саудитами. Потому что этот уровень, который мы подняли, это неплохой уровень для да, неплохой уровень. Да, и потом, исходя этого, я говорю, мы должны быть реалистами. То, что у нас есть, то, что у нас возможность есть, то, что мы стараемся, то, что эти наши ребята играют, из 5-4 я доволен. Хорошо. Вот уже подытожим, да, вот что можно поменять в будущем, Гела? Вот, подход поменять, стратегию поменять, что надо будет поменять, чтобы, конечно, вот не было таких провалов, как вот в отборочном цикле или вообще. Дело в том, что в 2025 году уже отборочный чемпионат Азии. Да. В 2025 году очень важный отборочный цикл начинается. У нас почти не будет никаких товарищеских встреч. И каждая игра, и надо играть на результат. Да. Но результат дается только хорошей игрой и с хорошими футболистами, которые готовы на этот уровень играть. На это. Если футболист не готов в клубах, мы не сможем готовым перед ответственной игрой. Да. Наша просьба, чтобы например, те футболисты, которые выступают за границей, если мы сравним, более-менее они готовы, да? Готовы, более-менее, потому что они иностранцами там считаются, и они должны каждый день доказывать. Я желаю, чтобы это часть футбола, что футболист должен прийти
талантливый, хороший футболист готовим в сборную. И хотелось бы, что наш чемпионат, который идет, есть такие игры, что супер, как сказать, кондиции работают, и интенсивность есть, но не все игры такие. Желалось бы, эта интенсивность на все игры были. И потом поднимется еще уровень этих футболистов. Потому что на международном уровне там передышки нету. Да. Передышки нету. Там ты должен минимум 60-70 минут на большом интенсивности работать. К сожалению, это в нашем чемпионате нету. Эту интенсивность надо поднять. И потом будет, так сказать, более-менее легче. Потому что те команды, которые выше нас стоят сейчас и в рейтинге, и вообще надо им соперничать. С этим только мы можем соперничать. И должны быть конкретным играм эти футболисты, которые, я считаю, что самые хорошие, самые талантливые, самые будущие Таджикистана, они должны быть конкретно в этом моменте. Одним словом, надо усилить чемпионат, да, наш? Все надо усилить. Потому что футболист каждый день работает, и я не хочу кого-нибудь вмешиваться в клубных кухне. Да. Но все должны создавать, потому что футболист дает результат. Никто. Да. Никто. Потому что 11 против 11 играют. Может быть, страна 20 миллионов играет, и страна 50 миллионов. Но 11 против 11 играет. Да. И конкретно эти футболисты должны быть в клубе готовы прийти в команду. Наверняка у вас есть план на будущий год. Какой он вообще? Да, у нас есть план, программу. Где будем сборы проходить, да. Где будем эти самые? Да, мы уже месяц тому назад этот план и наш тренерский став мы подготовили. Там ходит и У-23, и первая сборная. Мы должны проходить перед каждой игрой минимум 10-12 дней подготовительных. Без этого уже нельзя рисковать, уже не хотим. Потому что за 2 дня, за 3 дня не хватает. Просто не хватает. И в следующем году уже у нас будет в марте игра, в июне, потом в сентябре У-23 финальные, потом в октябре и ноябре. Перед этими играми у нас есть свой план. Вот вернемся опять к нашему чемпионату. У нас официальные матчи в марте, да. А наш чемпионат начинается в апреле. В каком тонусе ребята приходят к вам? Да, это было. В каком физическом состоянии? Да, это было то, что мы работаем здесь, последние 3 года так было. И сейчас мы хотим, чтобы поменяли это. И с лигой поговорили, и они от них идет и это предложение такое, что до 25 марта мы играем игру, чтобы 2-3 тура успели играть. Потому что у футболистов было и игровой практики, и кондиции поднялись. И, наверное, и так и сделаем. Но там есть важнейший момент. Там Рамадан. Потому мы начинали в апреле. Но у нас есть сейчас, так сказать, науки, что если будем 10 часов, полдесятого ставить игры, можно начинать уже в марте играть. Для вас это не трудно, если вы совмещаете Ю-23 и сборную вообще? Это, да, или наоборот, больше пользы. Но у нас сейчас в первой команде много У-23 футболистов. И я хочу, чтобы они, когда играют У-23 в первой сборной, пришли без всяких много времени не теряли. Мы собираемся в январе провести 2-недельный сбор, потом в июне участвовать в турнире и уже в сентябре в финале. И
все это время, когда первой сборной, основные тоже У-23 будет, первой сборной тоже. Как-то микс получается. Это моя цель, чтобы оба команды, оба первой сборной У-23 под одним тактическим системам. Были под контролем вообще-то, да? Под контролем. На виду, как говорится, да, для вас? Раньше такого не было, но сейчас есть эта возможность, и это больше работы, больше, так сказать, ответственности, но надо сделать. Думаю, что будет хорошо, если так будет. Да, потому что для футболистов это в первую очередь хорошо и для будущего. Потому что один шаг в первую сборную, одна философия. То, что требуем там, он пришел на первую сборную и то же самое должен выполнять в первую сборную. Перед вами задача какая стоит в 2025 году? Задача... Вообще стоит какая-нибудь задача Конечно, конкретная? конечно, задачи. У нас хорошие задачи. У-23 должен квалифицироваться в следующую финальную часть Азии и первая сборная. Минимум выйти в азиатские игры. И то, что дошли в финальной части до четвертьфинала, минимум один шаг вперед. Отлично. Это не просто будет. Задача выполнимая? Если вся футбольный мир, таджикский футбольный мир будет на это жить, на этом дышать, только не я, не вы или 23 футболиста, весь футбольный мир Таджикистана, я думаю, что достигнет. Я думаю, Федерация футбола Таджикистана вообще всегда и везде с вами. Потому я могу говорить это. У меня есть... Всегда поддерживает вас, команду, сборную вообще. Потому что столько игр мы сыграли, это не все сборные могут, потому что мы участвовали там в турнире, там, в этом. Сейчас эти игры, это все стоит. Хотите сказать что-нибудь нашим болельщикам вот в конце? Да, конечно, хочу. И без них никакой выигрыша нет, так сказать, смысла, если кто-то не будет рад за это. Эти люди как переживают за нашу команду, за нашу сборную. За это им огромное спасибо. За конечно. это большое спасибо. Теперь отдых. Отдых может быть физический, но ум все время думает, что надо менять, что надо добавить, что надо... Это тренерская работа, это моя... Это никогда не выключать. Тогда вопрос по-другому. Теперь домой? Да, домой поеду, и с января начинаем уже У-23 подготовку, и будет хороший, тяжелый труд и с хорошим результатом, надеюсь. Вам доброго пути. Вместе все с вами. Обязательно. Вам доброго пути. Огромный привет нашим друзьям в Грузии. Спасибо. И, конечно, удачи. Рахмат. دوستان عزیز یک صحبت داشتیم با سرمربی منتخب تاجیکستان گیلا شکیلادзе اطراف نتیجه گیری از برآمد منتخب تاجیکستان در سال 2024 و از نام همه شما با گیلا برای این صحبت اظهار سپاس میکنیم و در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.